Казани галоконцертом закончился второй республиканский фестиваль «Балкыш». Участвуют в нем только ветераны и только непрофессионалы. Но от этого их выступления были только искреннее и душевнее. Украинскому фольклорному ансамблю «Веснянка» недавно исполнилось 15 лет. Его создали активисты украинской общины набережных Челнов и местного совета ветеранов. С тех пор ни одно крупное мероприятие в микрорайоне не обходится без выступления «Веснянки». Бабушки частые гости в детсадах, школах и домах творчества. Дети очень любят, они с удовольствием, мы носим, у нас есть маленькие костюмы, мы им это все приносим, мы их одеваем, наряжаем в эти украинские костюмы. Им очень это все нравится. У нас и уже внуки выступают вместе с нами. Да. У нас внуки, внучки, дети выросли в этой диаспоре, мы много-много лет поем, так что у нас поколение будет. На гала-концерт второго фестиваля самодеятельного ветеранского творчества приехали победители зональных этапов конкурса, что прошли в крупных городах. Жанры самые разные. Вот камско-устинский коллектив «Аккалфак» с народными напевами и стилизованными старинными прялками. А это уже сводный хор Альметьевска повествует о просторах родного края. Самому старшему участнику 91 год. Участник войны, баянист Медхат Халимов, сам не смог приехать. Специальный приз отправили к нему в Сарманово. Фестиваль ветеранского творчества называется «Балкыш. Сияние». Ветераны уверены, это символично. И его свет мы уже сейчас чувствуем. Высветил лучшие таланты, осветил дорогу, значит, к зрителям, к слушателям, осветил путь к сохранению многонациональной культуры Татарстана. И этот гала-концерт не последний. Следующий пройдет 1 октября в Международный день пожилых людей. Дмитрий Второв, Ленар Хабибуллин, Вести, Татарстан.